Так, ну что, тогда начнем. Окей. Так, чат, если что, вот тут. Завершить трансляцию вот тут. Это в том же самом конце нажимать. И ваша презентация. Самое первое. Вот это. Так, добрый день, дорогие друзья. Вот мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном разбору олимпиадных заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Меня зовут Швецова Ирина Николаевна. Я являюсь кандидатом экономических наук, работаю в Институте экономики и финансов СГУ имени Петерима Сорокина и являюсь председателем жюри регионального этапа Олимпиады по экономике. Со мной рядом Некрасова Галина Андреевна. Она старший преподаватель в Институте экономики и финансов СГУ имени Петерима Сорокина, и она является членом жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, и вместе со мной она примет участие в этом вебинаре. Вот. Хотелось бы вспомнить, что Олимпиада по экономике регионального этапа включала в себя два тура. В первом туре первый тур был посвящен и включал в себя тестовые задания. Второй тур – это задачи. Я предоставляю слово Галине Андреевне для того, чтобы она разобрала тестовые вопросы первой и второй части для 9 класса, 10 и 11 классов. Думаю, что это будет более целесообразно, тем более, что очень много заданий повторяются и для 9 класса, и для 10 и 11. Добрый день, уважаемые участники. Итак, первый тур состоял из нескольких частей. Первая часть – это было 5 вопросов типа верно-неверно. Каждый вопрос оценивался в 1 балл. На сайтах вы увидите вопросы и правильные варианты ответов. Прокомментируем каждый из них. Значит, первый вопрос. Рост цен на лыжи приведет к росту цен на лыжные ботинки. Здесь нужно было обратить внимание на то, что рост цен на лыжи может привести к снижению спроса на товар-комплемент, то есть на лыжные ботинки, в случае, если он произошел вследствие увеличения, например, каких-то внутренних издержек. С другой стороны, мог произойти рост спроса на катание на лыжах, и при этом действительно цены на лыжи также выросли, и цены на лыжные ботинки выросли. Но это вовсе не означает, что именно рост цен на лыжи послужил причиной роста цен на лыжные ботинки. Поэтому правильный ответ 2 нет. Значит, второй вопрос, он касается цен на рынке бензина. И здесь очень важно обратить внимание на то, что в условии сказано, если на рынке бензина наблюдается тенденция к росту цен, потребители бензина обязательно выиграют от заморозки цен на него. На самом деле необходимо понимать, в какой системе работает этот рынок, потому что если рынок является конкурентным, то заморозка цены на более низком уровне, нежели равновесные, она может привести к дефициту товара, вследствие чего может снизиться благосостояние потребителей. Если же рынок является монопольным, то потребители, наоборот, могут выиграть. Соответственно, ответ 2 нет будет верным. Третий вопрос. Увеличение ставки налога не обязательно приводит к повышению поступлений в бюджет. Да, действительно, это так, потому что увеличение ставки налогов может при этом снизить налогооблагаемую базу. Здесь нужно вспомнить, что такое кривая Лаффера. На слайде вы видите краткое пояснение. Увеличение налоговой ставки первоначально вызывает рост бюджетных доходов от налогов, но после определенного уровня приводит к их падению. Что может происходить вследствие того, что снижаются стимулы для экономических агентов развивать свою деятельность, расширять объем производства, а также возрастает степень уклонения от налогов при более высоких ставках. Соответственно, ответ «да» будет правильным. Далее, 4-й вопрос. При увеличении числа фирм на рынке однородного товара суммарная выручка фирм может увеличиться. Здесь, конечно, было бы удобнее взять любую функцию, вот как вы видите в примерах, и действительно рассчитать на конкретных числах. То есть если мы, например, берем спрос как функция Q равняется 100 минус P,
И предполагаем, что изначально было предложение, описываемая функция p делить на 9, оно увеличилось до p делить на 4. Посредством несложных математических расчетов мы получаем, что цена снизится с 90 до 80 единиц, эластичность спроса сохранится, следовательно, выручка фирм увеличится до 1600. Значит, следующий вопрос говорит о том, что есть предположение, что фирмы, которые частично принадлежат иностранным инвесторам, склонны к инновациям больше, чем фирмы, в структуре которых иностранцев нет. Соответственно, государство, которое стремится добиться инновационного роста, должно способствовать росту прямых иностранных инвестиций в экономику. Обратите внимание, что совершенно не обязательно наличие иностранных инвестиций будет влиять на склонность к инновациям. Действительно, иностранные инвесторы могут в первую очередь выбирать более инновационные фирмы, но это скорее корреляционная зависимость, а не причинно-следственная связь. Также вы можете обратить внимание на ссылку на статью, где как раз рассматривается вопрос взаимосвязи иностранных инвестиций и инновационной активности фирм. Следующий вопрос – это вопросы части 2, 5 вопросов, каждый из которых оценивался в 3 балла. Самый простой вопрос в данной части оказался относительно Нобелевской премии в 2018 году. Практически все ответы были правильными. Было установлено, что в 2018 году была присуждена Нобелевская премия по экономике, в частности в области макроэкономики, за модели, которые учитывают изменения климата и технологические инновации при объяснении экономического роста. Седьмой вопрос отличался для 9 классов, для 10-11 классов. В 9 классе вопрос звучал так. Покупатель облигаций компании X становится кредитором компании X. То есть нужно знать, что облигация – это долговая ценная бумага. Соответственно, тот человек, который покупает облигацию у компании, он становится ее кредитором. Для 10-11 класса вопрос звучал так. Покупатель европейского опционного колла на акции компании X. Правильный ответ: имеет право на покупку определенного числа акций фирмы X по определенной цене в определенный момент в будущем. Это устоявшееся определение, однако, если вы с ним не знакомы, можно было бы путем логической взаимосвязи определить ответ. Опцион колл состоит из 2 частей. Опцион в переводе с английского получается, в транслитерации можно. Option – это возможность, значит, это не может быть какая-либо обязанность, и все ответы, где указана обязанность, мы можем отбросить. И call переводится с английского как вызывать, собирать, а это ближе к покупке, чем к продаже. Соответственно, получаем 4-й ответ. 8-й вопрос. Первые 4 года цена акции росла на 100% в год, следующие 4 года она падала на 60% в год. Как изменилась цена акций за 8 лет? Здесь необходимо было применить навыки просто арифметических расчетов и логических умозаключений. Также можно было, например, взять условную стоимость акций 100 единиц и просто сначала 4 года ее увеличивать на 100% в год, потом снижать. И получается ответ, что совокупное снижение составило 59,4%. 9-й вопрос для 9 класса. Значит, в стране X живет 1000 человек, половина из них, суммарное богатство первой половины из них равно суммарному богатству второй половины списка. Какое утверждение верно? Действительно верно утверждение 4, потому что богатство всех жителей одинаково. Если бы богатство хотя бы 2 человек было различно, то условие это бы не выполнялось. Значит, 9-й вопрос для 10-11 класса. Кривая Лоренца страны проходит через точку 0,5, чему равен максимально возможный коэффициент Джини. Здесь нужно знать, во-первых, что такое кривая Лоренца, во-вторых, что такое коэффициент Джини. Здесь мы понимаем, что в точке 0,5 кривая Лоренца совпадает с линией абсолютного равенства, соответственно, максимальное значение коэффициента Джини равняется 0. Так, ну и 10-й вопрос. Он также отличался для 9 класса или 10-11. Значит, есть фирма, которая владеет 3 заводами с функциями издержек.
производство распределяется так, чтобы суммарные издержки были минимальны. И оказалось, что при некотором общем положительном объеме выпуска фирма решила использовать только один из заводов. Это может быть любой завод, правильный ответ, потому что производство одной единицы стоит одинаково на каждом заводе. Вы на слайде можете видеть пояснение. Ответ будет 4. Для 10-11 класса данный вопрос немного видоизменился. Оказалось, что при каком-то общем объеме выпуска фирма решила не использовать один из заводов. Какой завод это может быть? Значит, при малых объемах производства на втором и третьем заводе предельные издержки близки к нулю. Следовательно, при распределении малого объема на второй или третий завод снизит совокупные общие издержки. Именно поэтому фирма всегда будет стремиться использовать и второй, и третий завод. И отсюда выходит, что правильный ответ только первый, это 1. Так, спасибо, Галина Андреевна. И мы перейдем к тестовым заданиям 3 и 4 раздела. Так, начнем с 9 класса. Первый тур, тестовые задания, части 3. Задания части 3 включали в себя 5 вопросов, в каждом из которых среди 4 вариантов ответов нужно выбрать все верные. То есть правильный ответ и баллы выставлялись в том случае, когда было полное совпадение выбранного множества вариантов с ключом. То есть если даже хотя бы один вариант ответа не был отмечен, то, соответственно, весь вопрос не засчитывался, и тот, кто писал олимпиаду, не получал нужного количества баллов. Правильный ответ, как я уже сказала, засчитывался в 5 баллов. 11 вопрос в части 3. Значит, вопрос заключался в том, его суть, что студент экономического факультета решил открыть бизнес по онлайн-подготовке к Олимпиаде. И у студента экономического факультета есть 2 альтернативных варианта: либо вложиться в этот бизнес-проект, либо же положить деньги на депозит, и необходимо было установить, при каких ставках банковского процента вкладывать деньги в этот бизнес выгоднее, чем на депозит в банк, где проценты выплачиваются раз в год. В данном случае все предложенные варианты были верными, то есть это 1, 2, 3, 4. То есть такой вот нюанс, на который тоже нужно обращать внимание, когда все варианты предложенные могут быть верными. Основная идея, которая лежит в ответе на данный вопрос, заключается в том, что нужно было исходить из принципа: доходность проекта должна превышать доходность банковского депозита. И даже не владея знаниями чистого приведенного дохода или внутренней нормы доходности, в данном случае необходимо было логически установить, что уже в первый период времени доходность проекта составит 50%. А далее, поскольку он будет приносить в следующие и последующие годы еще большую сумму дохода, а далее, опять же, стабильно 500 тысяч рублей, естественно, это делает его намного более выгодным, чем депозит по тем ставкам, которые предложены как варианты ответов. Вот. И необходимо принимать во внимание, что, в принципе, чем больше периодов мы будем брать в расчет, тем, соответственно, средняя доходность, которую мы будем получать как доходность по проекту, будет приближаться к 50%. Далее, 12 вопрос, части 3. Необходимо было выбрать верное утверждение. Правильные ответы – это варианты 1 и 4. Значит, в данном случае необходимо было иметь четкое знание и представление относительно экономических определений и понятий, и верно трактовать экономические события. Вот. Дано верное определение экономической модели и верная взаимосвязь роста реальных доходов с возможностями человека относительно того, сколько он может покупать своих доходов на полученные доходы. Однако варианты 2 и 3, они не верны, поскольку в экономических моделях важные показатели должны использоваться как
не как константа, да, вот важные показатели принимаются как прочее. Вот. А что касается третьего варианта, вот различные шоки спроса и предложения воздействуют на равновесие экономики. Так, что касается 13-го вопроса, в результате каких событий цена рубля, выраженная в иностранной валюте, упадет в условиях политики плавающего валютного курса. То есть в данном случае необходимо было знание взаимосвязи между взаимосвязи факторов, которые влияют на национальную валюту, на курс национальной валюты. И прежде всего то, что любое увеличение предложения денежной единицы будет понижать ее курс. И в данном случае верные ответы первый, второй и четвертый. Так, интересным является вопрос 14 про шоколадку Аленка. Ее можно решать с экономической, с математической точки зрения и, соответственно, получать различные правильные ответы. Вот, трактуя данную задачу, ее решая с точки зрения экономики, мы должны выбрать правильный ответ 4. Вот, поскольку с точки зрения экономики по готовности платить в конкретной ситуации нельзя делать общие выводы о предпочтениях в целом. Вот, и как бы нравится тут продукт или не нравится, это не вопрос рассмотрения экономической теории. 15-й вопрос заключался в том, чтобы сказать, в какие из международных организаций входит Россия. То есть это вопрос на знание той ситуации, которая сегодня есть и складывается. Верные ответы 1, 3. Если мы хотим дополнительно посмотреть и почитать о том, что это за организации БРИКС и ВТО, вот ссылки на сайт в данном случае на слайде представлены. Часть 4, 9 класса, она уже включала 5 вопросов с открытым ответом, и достаточно было только вписать численный ответ без указания единиц измерения, то есть какие-либо выкладки и попытки рассчитывать не принимались в расчет, и правильный ответ, полностью правильный, оценивался в 7 баллов. 16-я задача в части 4. Это задача о конкурентном рынке и субсидировании. Вот, то есть государство вводит субсидию в размере 20 денежных единиц за каждую проданную единицу продукции, и необходимо было найти расходы государства на субсидию. Правильный ответ 1200. Та основная идея, которая закладывается в решении этой задачи, она заключается в том, что мы должны определять расходы на субсидию как произведение субсидии на одну единицу товара, умноженное на количество этого субсидируемого товара. Вот. Нюанс этой задачи заключается в том, что разработчики, видимо, вложили идею, что субсидия дается покупателю, и она снижает цену для покупателя и сдвигает кривую спроса вправо, и, соответственно, это позволяет нам установить новую функцию спроса, которая формируется уже после введения субсидии, и таким образом выйти на количество товара, которое можно купить с учетом субсидии. Оно будет равно 60, и мы его умножаем на размер субсидии, который равен 20, получаем 1200. 17-я задача – это задача о спросе и налогообложении. Так, в данном случае нужно было построить и определить функцию прибыли, и причем эта функция прибыли определялась как произведение объема продаж на прибыль с одной единицы товара. Вот. И полученное произведение, из полученного произведения нужно было продифференцировать, мы должны были прийти к параболе, определению ее экстремума, и в итоге получали бы результат 0,5 или 1/2. Но при этом, если бы участник Олимпиады указал, что на потребителя можно переложить t, деленное на 2 налога, этот ответ тоже засчитывался бы как верный.
18-й вопрос – это вопрос, касающийся продаж внутри страны. В целом он не вызывает определенных трудностей. Верный ответ – 0. Отечественные производители не будут продавать по цене ниже 10, а отечественные потребители не будут покупать по цене выше 6. 19-я задача – это задача на кривую производственных возможностей. В данном случае правильный ответ – 100. Вот, при решении этой задачи рекомендуется определять крайнее положение, вот, и определяется пропорция продаж иксов и игреков на мировом рынке, и определяется, что нам выгоднее закупать с мирового рынка, а что выгоднее производить на внутреннем рынке. И далее мы определяем, сколько, соответственно, в ситуации, что нам выгоднее закупать игреки с мирового рынка, мы получаем, что страна может получить 600 единиц игреков с мирового рынка, и далее с учетом цены коктейля там, для игрека и стоимости коктейля икса, мы можем получить, что выгодно весь запас игрека тратить на коктейли первого типа и, соответственно, приобрести 100 коктейлей. 20-й вопрос – это вопрос по фондовой бирже, где она находится. Она находится в Нью-Йорке. Если, опять же, интересно почитать дополнительно, ссылка на сайт представлена. Далее, тестовые задания для 11 класса. Так, во многом, конечно, тестовые задания повторялись, но вот мы остановимся на тех вопросах, которые были исключительно для участников Олимпиады 10-11 классов. Это вопрос 12, да? Тут 13 написано по индексу, вопрос, да, 12 по индексу Лернера. То есть это показатель монопольной власти. Верный ответ 3. И что мы должны знать, что этот индекс Лернера может быть выражен через коэффициент эластичности с использованием универсального уравнения ценообразования. В любом учебнике можно это уравнение найти. Далее, 14-я задача – это бизнес-план фирмы-монополиста, который предполагал 3 различных варианта развития событий. Вот, значит, верные ответы 1, 2, 4. И мы в данном вопросе обращаем внимание на то, что если одна функция спроса равна среднему арифметическому из 2 других, то же самое не всегда можно сказать об оптимальных ценах. Так, 15-й вопрос. Это вопрос о введении импортного тарифа на определенный продукт. В этом вопросе верные ответы 1 и 4. И мы должны понимать, что при введении тарифа на импорт потребители страны импортера пострадают, а потребители в стране экспортера выиграют. И исходя из этого мы, соответственно, и отбрасываем 2, 3 варианты как неверные. Задача 20 части 4. Задача 20 части 4 – это функции спроса на продукцию монополиста, которые предъявляют мужчины и женщины. И в данной задаче у нас идея заключается в том, чтобы монополист мог установить разные цены для мужчин и женщин. В данном случае правильный ответ 50. И при решении этой задачи мы определяем сначала прибыль, не различая группы покупателей, далее определяем прибыль уже с учетом различия групп покупателей и определяем, примерно рассчитываем цены, которые максимизируют прибыль по отдельности, и получаем разницу. Получаем разницу как ту величину, как ту стоимость, которую мы готовы заплатить за технологию. Так, это уже задача. Значит, на этом мы закончили разбор заданий первого тура Олимпиады. В целом можно сказать, что они от нас требуют определенное знание математическое,
определенной математической подготовки, и плюс еще, конечно, нам необходимо четкое представление об основных экономических понятиях и терминах. Вот. И при подготовке в будущем к всероссийскому этапу или уже в следующие годы хотелось бы порекомендовать поработать с литературой по микро и преимущественно по микроэкономике для обучающихся в высших учебных заведений на первом курсе. Вот, или посмотреть учебник Гальперина, Игнатьева, Моргунова по микроэкономике. А далее мы перейдем к разбору заданий второго тура. Это задачи, их всего было 4. 2 задачи, разбор 2 первых задач представит Галина Андреевна, а задачи 3 и 4 представлю я. Я передаю слово Галине Андреевне. Итак, переходим к разбору задач. Первая задача — ускорение производства. Она была одинаковая для 9 и для 10-11 классов. Если кратко записать, что нам было дано, у нас есть фирма-монополист. Изначально издержки производства описываются функцией ТЦ от Q равняется 10Q. Функция спроса имеет вид Q равняется 40 минус 2P. Причем известно, что максимальный объем выпуска составляет 8 единиц. В варианте А нам нужно было найти максимальную прибыль фирмы. Значит, необходимо задача была начать с того, что составить функцию прибыли. Функция прибыли — это разница между совокупным доходом и совокупными затратами. Как вы можете увидеть на слайде, это TR минус TC. Подставляя первоначальные условия, мы получаем значение функции прибыли как 10Q минус Q квадрат делить на 2. Ее необходимо максимизировать на отрезке от 0 до 8, 8, потому что у нас есть ограничения. Мы получаем, что это квадратичная функция, ветви параболы направлены вниз, вершина будет достигнута в точке Q равняется 10. Но поскольку у нас есть ограничение 8 единиц, оптимальный выпуск составит как раз 8 единиц. Равно 10 мы не можем брать, потому что это лежит выше допустимого объема производства. Подставляя значение 8 в функцию прибыли, мы получаем значение, что прибыль максимальная составит 48 денежных единиц. Можно было решить пункт А и вторым способом, проанализировав функции предельного дохода и предельных издержек. Находим функцию предельного дохода, она равняется 20 минус Q, находим функцию предельных издержек, равняется 10. Проверяем, что при всех Q меньше или равно 8 выполняется условие того, что предельный доход превышает предельные издержки. Получаем вывод, что производство всех 8 единиц выгодно и оптимальное значение равняется 8. Точка пересечения функции Q равняется 10 превышает допустимое количество, поэтому мы число 10 не берем. Значит, в пункте Б у нас изменяются условия, появляется консалтинговая компания, которая говорит, что при реализации плана А себестоимость снизится на 40% при любом объеме производства, но при этом необходимо будет платить комиссию Y каждый месяц. Необходимо найти максимальное значение этой комиссии. Значит, у нас изменяется функция издержек после внедрения плана А. Получается, ТЦ от Q равняется 6Q плюс Y. Подставляя это значение в функцию прибыли, мы видим новую функцию прибыли. Это 14Q минус Q квадрат делим на 2 минус Y. Ее также необходимо максимизировать на отрезке от 0 до 8. Это квадратичная функция, ветви параболы направлены вниз. Вершина будет в точке Q равняется 14. Функция также возрастает на отрезке от 0 до 8. Оптимальный выпуск аналогично условию А составит 8 единиц, потому что у нас максимальный объем производства 8 единиц. Подставляя значение функцию прибыли, получаем, что при 8 единицах прибыль составит 80 минус Y. Точно так же можно было решить вторым вариантом, проанализировав функции предельного дохода и предельных издержек. Ответ получается тот же самый. Точка пересечения функций Q равняется 14 превышает допустимое количество, и поэтому мы останавливаемся на значении Q равняется 8. Далее, для того, чтобы найти максимальное допустимое значение комиссии, которую фирма может заплатить консалтинговой компании,
мы получаем, что функция прибыли должна быть больше или равна 48. 48, как вы помните, мы получили в варианте А. И за план А фирма будет готова платить не более 32 денежных единиц. Значит, В это также нужно найти максимальное значение комиссии, однако будет реализован план Б, при котором предполагается увеличение выпуска продукции на 50%. Здесь функция прибыли не изменится, но изменится отрезок, на котором ее необходимо максимизировать. То есть объем выпуска увеличится с 8 до 12 единиц, соответственно, функцию прибыли нужно максимизировать на отрезке от 0 до 12. Также получаем, что это квадратичная функция, ветви параболы направлены вниз, вершина в точке Q равняется 10. Подставляем значение 10 функцию прибыли, получаем 50 минус y. Находим максимально допустимое значение y. Видим, что за план B фирма будет готова платить не более 2 денежных единиц. Так, ну и четвертое условие. Есть возможность внедрить планы А и Б, и при этом также нужно найти максимальное значение комиссии. Здесь у нас изменяется функция прибыли и изменяется отрезок, на котором ее нужно максимизировать. У нас опять получается квадратичная функция, ветви параболы направлены вниз, однако вершина достигается в точке Q равняется 14, но мы получили, что оптимальный выпуск будет 12 единиц. Подставляя это значение функцию прибыли, мы видим, что прибыль равняется 96 минус y, и опять же должно быть больше или равно 48, и означает, что за план А и Б фирма будет готова платить не более 48 денежных единиц. Значит, всего эта задача оценивалась в 30 баллов. Пункты А, Б и Г оценивались 8 баллов, пункт В в 6 баллов. Значит, на какие основные ошибки хотелось бы обратить внимание? Не найдена или неправильно найдена вершина параболы, не указано, что ветви направлены вниз. Это достаточно распространенная ошибка, но то, что ветви параболы направлены вниз, означает, что функция прибыли возрастает на рассматриваемом отрезке от 0 до 8, например, в пункте А, и это позволяет сделать вывод, что оптимальный объем производства Q равняется 8. Следующая ошибка – не обоснован выбор оптимального объема выпуска, то есть просто произведены арифметические расчеты, где указано, что нужно взять значение 8 единиц, а не 10 единиц, но нет никакого пояснения. Третья ошибка – не проверено выполнение достаточного условия. Ну, например, не проверен знак второй производной, а не указано, что ОМР пересекает концы сверху. Вот. Относительно пункта В встречались такие ошибки. Получен ошибочный вывод о том, что оптимальный объем производства равен 12 единицам. Либо получен ошибочный вывод о том, что на реализацию плана Б фирма не пойдет, так как максимальный объем комиссии составляет 0 единиц. Здесь уже ошибки пошли из-за того, что с самого начала, с пункта А, задача была решена несколько неправильно. Так, переходя к задаче 2, торговля пряниками, это задача для 9 класса. Здесь мы видим, что у нас есть две губернии, Московская и Тульская губерния, которые торгуют между собой пряниками. Спрос и предложение описан следующими функциями, которые представлены в условии. В пункте А нужно найти цену на общем свободном рынке, указать, кто экспортирует, а кто импортирует товар. На первом этапе необходимо было составить суммарные кривые спроса и предложения. Затем нужно было рассчитать, при каком значении цены достигается равновесие. Равновесие достигается при цене равной 70 денежным единицам. При этом и спрос и предложение будут равны 80. Причем по этой цене в Тульской губернии предложение больше спроса, а в Московской наоборот. Так что экспорт пряников происходит из Тулы в Москву. Также этот вывод можно было получить и другим способом, определив внутреннюю цену в Тульской губернии, она равна 20 единицам денежным. Внутреннюю цену в Московской губернии, она равна 105 денежным единицам. 20 меньше 105, следовательно, экспорт происходит оттуда, где дешевле, туда, где дороже, то есть из Тулы в Москву.
Значит, также можно было решить задачу, найдя функции экспорта и импорта. В условии равновесия импорт равняется экспорту. Посредством таких расчетов можно получить, что оптимальная цена равняется 62,5 денежные единицы. Однако необходимо обратить внимание, что при значении 62,5 величина спроса в Тульской губернии является отрицательной. Ответ этот неправильный. Функции импорта и экспорта должны быть введены с учетом ограничений цены. На слайде вы видите, какие должны быть ограничения. И также мы получаем ответ, что равновесие достигается при цене равной 70. Здесь и импорт, и экспорт тоже равны 70. Значит, в условии Б у нас получается, что вводится таможенная пошлина тульским губернатором. Удастся ли сравнять потребление пряников в губерниях и какой объем потребления будет. Значит, здесь нужно обратить внимание на то, что, во-первых, в пункте А мы можем сказать, что все пряники съедаются в Московской губернии, тульским потребителям ничего не достается, потому что в Московской губернии очень большой спрос и очень низкое предложение по сравнению с Тульской. Вот, логичное решение, попытка губернатора ввести экспортную пошлину, чтобы местные производители были меньше заинтересованы в экспорте и продавали что-то дома. То есть мы сейчас посмотрим, будет ли иметь эффект введение такой пошлины. Значит, введение пошлины означает, что цены в губерниях теперь будут отличаться, поскольку тульские производители в Москве будут продавать на Т, на величину пошлины дороже, чем в Туле. Соответственно, ПМ, это цена в Москве, равняется ПТ, цена в Туле, плюс Т. В условии равновесия, опять же, импорт равен экспорту, подставляя функцию зависимости цены в Московской губернии от цены в Тульской губернии, мы получаем, что ПТ равняется 62,5 минус Т делить на 2. Также это уравнение можно было составить из условия о том, что потребители в двух губерниях должны покупать одинаковое положительное количество пряников, то есть ДМ равняется ДТ. И опять же мы получаем, что 150 минус ПМ равняется 40 минус ПТ. Подставляем и выводим, что величина пошлины равняется 110. Далее находим значение импорта и экспорта. Здесь мы видим, что и импорт, и экспорт равняется минус 25. Отсюда вывод. Никто не захочет экспортировать из Тулы в Москву, и тульский губернатор не сможет добиться поставленной цели. Следующее условие, это пункт В, была введена таможенная пошлина московским губернатором. Удастся ли сравнять производство пряников в губерниях и также какой объем потребления будет. Аналогичным образом введение пошлины изменяет цены на пряники, то есть ПМ равняется ПТ плюс М, это величина пошлины. Так же, как в пункте Б мы выражаем значение цены в Тульской губернии, получается ПТ равняется 62,5 минус М делить на 2. Опять же, это значение может быть найдено при условии производства в губерниях одинакового положительного количества пряников. Отсюда М равняется 60. Если мы подставим это все в функции выше, получаем, что импорт и экспорт составляет по 25. Выигрывают тульские потребители, потому что теперь они хоть что-то потребляют, и московские производители. При этом тульские производители и московские потребители проиграют. Значит, также эта задача давала 30 баллов. Каждый пункт оценивался в 10 баллов. Основными ошибками является, во-первых, неправильно указано направление импорта и экспорта. Причем стоит обратить внимание, что в некоторых заданиях ход размышлений был абсолютно правильный, но конечный вывод был сделан неверным. Далее получен ответ 62,5, то есть выше мы разбирали, что спрос при этом значении в Туле отрицателен. Далее не найдена или неправильно найдена равновесная цена. Относительно пункта Б не продемонстрировано понимание того, как вводится пошлина. То есть нет никакой отсылки, приведены просто какие-то механические расчеты, но не сделаны выводы. Далее не составлено уравнение D равняется dt. Относительно пункта В ошибки распространенные точно такие же, но здесь не составлено уравнение, SM равняется
st. То есть здесь хотелось бы обратить внимание, что достаточно часто встречались только арифметические расчеты, даже если были правильно получены выводы, далее не было никакого логического обоснования, объяснения и заключения. Так, и задача 2 для 10-11 класса трудовое законодательство. Что мы имеем? Мы имеем предприятие монополиста на рынке товара X, при этом предприятие является монопсонистом на рынке труда. Есть производственная функция, Q равняется L делить на 2. Предложение труда описывается функцией W равняется 3 плюс L делить на 4. Спрос на товар X равен 90 минус P во время подъема, а во время спада он является в 5 раз меньше. Деятельность компании планируется на 2 года. В первый год ожидается подъем, во второй год спад. В пункте А необходимо было найти количество нанятых работников в каждом периоде. На первом шаге удобно рассчитать функцию спроса во время спада, то есть 90 минус P мы делим просто на 5, и отсюда выражаем цену. Цена равняется 90 минус 5Q. Далее нам необходимо выписать прибыль как функцию от количества нанятых работников сразу два периода. L1 это период подъема, L2 это период спада. И мы получаем, что прибыль за два периода равняется как сумма совокупного дохода за каждый период минус совокупные затраты труда за каждый из периодов. Получаем, что прибыль является суммой двух независящих друг от друга слагаемых, и мы можем каждое из этих слагаемых оптимизировать по отдельности. Здесь уже несколько способов, каким образом это можно делать. Во-первых, первый способ: каждый слагаемый задает параболу с ветвями вниз относительно своей переменной, откуда мы находим значение L1 равное 42 и L2 равное 14. Следующий способ — это можно было выписать стандартные условия предельного дохода и предельных издержек для каждого периода и произвести расчет, ответы получатся те же самые. Ну и третий способ — это найти производную функцию прибыли по обеим переменным. Значит, прибыль от первой переменной в первый период является от производной равняется 42 минус L1. Прибыль за второй период производная равняется 42 минус 3 L2. Отсюда мы находим также оптимальные значения нанятых работников. Это 42 человека в первый период и 14 человек во второй период. Точки, они являются точками максимума, так как производная меняет знак с плюса на минус. Вот. В пункте Б у нас появляется условие, что разрешено уволить не более 50% работников после первого года. И также нужно найти количество нанятых работников в каждом периоде. Значит, мы находим максимум той же функции, но у нас есть ограничение, что L2 больше или равно 0,5 L1. Сразу нужно обратить внимание, что точка, полученная в пункте А, 42,14, условие не удовлетворяет, так как максимум достигается на границе допустимого множества. Так. И максимум функции при ограничении, то есть достижение на границе допустимого множества, это значит, что ограничение должно выполняться как равенство. Отсюда мы выводим новую функцию прибыли от L1, L2, то есть сразу за оба периода. Заменяя L2 на 0,5 L1, мы получаем, что прибыль от L1, 0,5 L1 равна 63 L1 минус 7 L1 в квадрате делить на 8. Можем применить разные способы для того, чтобы найти оптимальное значение по количеству работников. Первый способ также определить, что это квадратичная функция от одной переменной, ветви параболы направлены вниз. В этом случае L1 будет равняться 36, L2 это половина от 36, то есть 18. А второй способ — это нахождение производной функции прибыли. Дает точно такой же ответ, и также необходимо было указать, что это точка L1,36 является точкой максимума, так как производная меняет знак с плюса на минус. Вот. Относительно пункта В, как изменится благосостояние работников.
Мы можем рассчитать суммарную занятость в случае А сразу за 2 периода, то есть она равна 56, 42 плюс 14. В случае Б она равна 54. Таким образом, мы видим, что благосостояние работников упало. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что монополист, предвидя сложности с увольнением, изначально наймет меньше работников, что и уменьшит их благосостояние. Значит, здесь вы можете видеть, каким образом оценивалась данная задача. Всего было 30 баллов. Пункт А давал 12 баллов, пункт Б 16 баллов, пункт В 2 балла. Основные ошибки – это не проверено достаточно условия максимума, то есть отсутствуют указания на направление ветвей параболы, на смену знака производной или на знак второй производной. Далее, отсутствует проверка достижимости старого оптимума 42.14 при ограничении, установленном условием Б. Если бы этот оптимум был достижим, то новый оптимум совпал бы с ним, но это необходимо было указать. И третье, наличие арифметической ошибки, не приведшей к качественному изменению результата. Здесь хотелось бы отметить, что если изначально размышления в пункте А пошли не совсем правильно, это сказалось на выполнении заданий пункта Б и В, и, соответственно, снизило совокупное значение баллов. Дальше. Так, что касается третьей и четвертой задачи, то для 9 и 10, 11 классов это были одни и те же задачи. Вот, и подходы к их решению тоже, соответственно, были одинаковыми, и методика и схема оценки. Задача третья – это задача о динамике безработицы. То есть по условию данной задачи все население страны делится на 3 группы: безработные, занятые, выбывшие из рабочей силы. И далее вводятся условия изменения относительно уровня безработных, уровня выбывшей рабочей силы и так далее. По условию задачи необходимо было определить естественный уровень безработицы, то есть такой, при котором достигается долгосрочное равновесие и дается пояснение: число занятых, безработных и выбывших не изменяется со временем. Также необходимо было определить долю экономически активного населения в долгосрочном равновесии. То есть в целом некоторая подсказка относительно подходов к решению задачи уже заключалась в самой формулировке и постановке вопросов. То есть в данном случае необходимо было прежде всего ориентироваться на дельту, то есть изменение показателя в долгосрочном периоде, которое должно было быть равно нулю. Вот. И приравнивание к нулю — это, в принципе, была основная ошибка в большинстве работ участников Олимпиады. Мы должны были составить 3 уравнения: изменение занятых, изменение выбывших из рабочей силы и изменение безработных. И, соответственно, приравнять эти дельты к нулю. Вот уже исходя из этих 3 базовых, можно сказать, уравнений, выводилось значение уровня безработицы, которое затем после решения и подстановки нужных значений формулу давала нам 10%. И далее также из непосредственно 2-го уравнения, то есть уравнения по изменению выбывших из рабочей силы, мы получали долю экономически активного населения как долю занятых и безработных в общем объеме, так сказать, населения всех тех участников, которые были указаны в задаче, то есть безработные, занятые и выбывшие из рабочей силы. И результат расчетов давал нам значение 5/6. Но поскольку проблема заключалась у участников при решении задачи в том, что не были корректно составлены первые 3 уравнения, соответственно, не получалось и определять уровень безработицы простой подстановкой формулы уровня безработицы и корректно определять долю экономически активного населения, исходя из формулы.
Так, при решении данной задачи и проверке ее обращалось внимание на то, насколько участник Олимпиады знаком и знает основные макроэкономические понятия рынка труда. И оценка правильности решения данной задачи проводилась по определенной схеме, вы потом ее можете посмотреть в ключах. И хотелось бы обратить внимание на то, что нужно было сделать для того, чтобы получить максимальные оценки. То есть, прежде всего, все 3 уравнения должны были быть корректно выписанными. Вот, конечно, можно было получить баллы за 2 и за одно уравнение, но в общем и целом недостаточно это было для того, чтобы в итоге прийти именно к той доле, к тем результатам, которые были получены. Вот. Подставляя найденную взаимосвязь формулы уровня безработицы, участник должен был получить 10%. Для получения доли экономически активного населения должно было дать результат 5/6. Далее, что касается второй задачи, 4-я задача во втором туре, то она была связана с кривой производственных возможностей. И при решении этой задачи результатами должно было быть некоторый интервал чисел, то есть какое количество тонн бананов может произвести эта страна. В целом в схеме проверки, в методике решения задачи допускалось 2 варианта ее решения: геометрическое и аналитический способ. Вот. В то же время при решении задачи геометрическим способом нужно было получить КПВ путем сложения линейных КПВ 3 регионов, что практически не было сделано ни одного из участников. Кроме того, да, в отдельных работах участников были построены кривые производственных возможностей каждого региона, но, к сожалению, в схеме проверки построение отдельной КПВ даже не засчитывалось как минимальное продвижение. Решая задачу аналитическим способом, мы должны были построить уравнение КПВ в 3 регионах, вот аналитически, как они представлены на слайде. И вот этот момент первоначальный, он давал возможность и оценивался как минимальное продвижение, и можно было эти минимальные продвижения тоже засчитывать в работах участников, но, к сожалению, практически не было сделано. Вот, далее уже решение этой задачи дает нам результат интервала 20 до 120, причем значения в 20 и 120 не включаются, потому что в этих ситуациях нарушаются условия задачи относительно альтернативных затрат. Оценка данной задачи и правильности ее решения проводилась с учетом таблицы формы классификации некорректностей. То есть иной был подход заложен Центральной методической комиссии относительно оценки результативности, так сказать, по данной задаче. Нужно было решить без недочетов данную задачу, чтобы получить максимальный балл в 30 баллов. Минимальное продвижение оценивалось в 5 баллов, и это было умение вывести уравнение КПВ аналитически каждого региона. Но, к сожалению, как я уже сказала, этого не было сделано. И плюс еще минимальное продвижение было связано с тем, что участник обосновывал, что луч y равно x пересекает общую КПВ страны на среднем участке последней. Вот, в принципе, это все задачи, которые были включены, и все тестовые вопросы, которые были включены в задания регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. И мы на этом с Галиной Андреевной, думаю, закончим наш вебинар. И пожелаем вам, тем, кто, в принципе, удастся по баллам пройти на всероссийский этап, удачи и успехов. Тем, кто не прошел, да, еще более глубоко прорабатывать экономику. Это действительно достаточно сложная область знаний, учитывая то, что она еще и не изучается в школе. Но тем не менее, если действительно приложить максимум усилий, можно добиться
хороших и высоких результатов, которые будут полезны в будущем и действительно будут по достоинству оценены. Большое всем спасибо. Мы заканчиваем. Да. Не знаю. Вот,